Здравствуйте, на ТНВ «Время новостей Татарстана». Прямо сейчас расскажем о главных событиях этого четверга. В студии работает Регина Ягудина. В Альметьевске 4000 человек остались без воды. Сегодня в 5 утра в одном из микрорайонов города прорвало трубу. Подрядчики подключали дом к центральному водоснабжению. В этом же месте случилась авария. Из-за ряда ошибок прорвало трубу сразу в нескольких местах. В результате 27 домов остались без водоснабжения. Подрядчика отстранили от работы. Последствия аварии устраняли сотрудники городского водоканала. Для присоединения нового дома воду в районе отключили еще вчера утром. В итоге вторые сутки краны жителей сухие. Как они пережили этот день, расскажет Аделя Закирова. Мы находимся возле 48-го дома по улице Гафиатуллина. Как видим, здесь рабочие заменяют поврежденный участок трубопровода. Накануне многоэтажку подключали к системе водоснабжения. По словам руководителей исполкома города, работы завершили в 5 утра. Однако почти сразу на том же участке произошла авария, в результате чего весь микрорайон остался без воды. Строители компании «Реновация» производили технические присоединения к основному водоводу. После окончания работы, это было в 5 утра, произошла авария. Сейчас ведутся работы водоканалом по устранению аварии. Весь микрорайон Западные ворота остались без воды. Жалобы, конечно, есть. Водовозка по микрорайону курсирует. Будем держать на контроле, сейчас дополнительные водовозки ищем. К дому по улице Зарипова к 9 утра подвезли воду. Здесь до сих пор очередь из жильцов, в том числе соседних многоэтажек. Как видно, воды осталось не так много, и на всех одной цистерны не хватит. Ну вот сегодня только набрала, вчера нет, у меня муж инвалид, вот я не смогла вчера. Ну, ведрами, 2 ведра, да, банки, бутылки покупала, еще ходила. Ну, на сегодня хватит, наверное, я думаю. Со вчерашнего утра уже нету, да? Но у меня на фильтре была вода, использовали его. Ну, еще, наверное, надеемся, привезут. Сегодня первый раз, наверное. Я не знаю, я не слыхал, я просто, мне жена там сказала, что есть вода, и я пошел. Некоторые жители домов микрорайона Западные ворота после предупреждения о ремонтных работах запаслись водой заранее. Наполнили бутыли, кастрюли и тазы. Но они не думали, что вода пропадет надолго. Их запасы уже на исходе. Скажите, что вы будете делать, когда закончится вода? Ну, придется идти к водовозке, набирать, таскать ведрами, потому что запас уже вот на исходе у нас вода. Воды до сих пор нет. Как бы с 3 детьми очень тяжело находиться без воды в квартире. К сожалению, подвели подрядчики, которые готовили дом к подключению, и ситуация, что после пуска воды пошли подряд аварии. Сейчас принято решение сегодня с утра уже о том, что пускаем напрямую, возвращаемся к предыдущей схеме. Дом пока подключаться не будет. Сейчас все аварийные работы завершены. Поврежденный участок трубы заменили на новый. Воды в кранах еще нет, но рабочие уже подключили все дома к обновленным сетям. В течение вечера водоснабжение будет восстановлено. Аделя Закирова, Ирик Хабибуллин, ТНВ Альметьевск. По факту смертельного наезда КАМАЗа на женщину в Казани МВД возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла накануне на улице Фрунзе. На перекрестке Скулахметова 69-летний водитель сбил 2 женщин. 33-летняя погибла на месте, 38-летняя была госпитализирована. Как сегодня сообщили медики, ее доставили в 12-ю горбольницу с закрытыми переломами предплечий. Автоинспекторы установили, один из КАМАЗов, поворачивая налево, проезжает пешеходный переход. Второй грузовик следом, совершая тот же маневр, не пропустил пешеходов. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения предполагаемому виновнику. Как он сам признался, за рулем уже полвека. За последние 2 года лишь 9 раз привлекался за нарушение ПДД. КАМАЗ, которым он управлял, принадлежит индивидуальному предпринимателю. В школах России начнут проверку качества питания. Такой запрос в Роспотребнадзор отправлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. В ряде регионов этот вопрос стоит особенно остро. Его родители часто поднимают на встречах с депутатами. Напомним, накануне в столовой одной из школ Кировской области отравились несколько учеников. 16 пришлось госпитализировать. На прошлой неделе в Казани отравился 21 человек, 20 учеников и 1 преподаватель. 3 оказались в инфекционке. В середине ноября почувствовали недомогание ученики 7-й школы в Альметьевске. 1 ребенок попал в больницу. Пару недель назад в Башкортостане 12 детям стало плохо после обеда в столовой. В середине сентября 24 случая вспышки кишечной инфекции зафиксировано у школьников на Чукотке. Госдума просит провести мониторинг и сообщить о принятых мерах для контроля ситуации.
В Нижнекамске несколько раз отключали воду, но перерасчета жителям так и не сделали. В Буинске использованный для строительства дороги щебень оказался в разы дешевле заявленного в контракте. 3 года из некоторых сел не вывозили мусор, но жителям счета присылали. Сегодня в антимонопольной службе рассказали, как компании и предприятия республики нарушают законодательство и права жителей. Как итог, ряд из них оштрафованы, некоторые 2 года не смогут участвовать в госзакупках. О самых резонансных нарушениях Рамиль Шайдулин. Количество машин в Татарстане не уменьшается, но все чаще и чаще это личный транспорт. Начиная с этого года в общем потоке реже встретишь машину с шашкой такси. Рынок заметно сузился, но они есть. И могут ли те, кто остался, теперь повышать цены из-за высокого спроса? В этом разбирается антимонопольная служба. С уходом некоторых таксомоторных компаний в республике осталось не так много конкурентов. Из-за требований нового закона о такси многие ушли с рынка. Машин стало меньше, цены выросли. Не возникает ли здесь монополии? Цены справедливо повышаются из-за того, что спрос увеличивается, а предложение остается на одном уровне. Но в связи с этим, для того, чтобы вот этого не было, конечно, антимонопольный орган, в следующем году планируют провести анализ. Анализ же этого года уже показал кратное увеличение нарушений антимонопольного законодательства. Если в 2021 году в Татарстане было 5 таких фактов, в 2022 9, то в этом уже 13. Среди нарушений в действии монополистов вы в этом году уделяли внимание рынку коммунальных услуг. Значит, несколько нарушений у нас было выявлено в деятельности водоканалов. Так в Азнакаево необоснованно завышали цены на прием и переработку сточных вод. В Нижнекамске неоднократно отключали горячую воду, при этом не делая перерасчет за коммунальные услуги. Наибольшее количество обращений поступало по работе регоператоров. Они начисляли плату за мусор, который не вывозили. Есть у нас целые населенные пункты, в которых не организован вывоз. Нет ни контейнерных площадок, ни организован мешочный сбор. В то же время рекоператор, за 3 прошедших года жителям этих населенных пунктов выставлял платежи. 342 жалобы поступило на подрядчиков, заключающих контракт, но не выполняющих условия. Один из них, говорят в УФАС, строительная компания, которая ремонтировала общежитие КГМУ на Оренбургском тракте. Получив более чем 223 миллиона рублей, строители отработали на 151 миллион. В итоге здание не ввели в эксплуатацию. Экспертиза показала, работы были некачественными, их внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Как и подрядчика, который в одном из сел Буинского района постелил некачественный щебень, хотя деньги получил за качественный. Итог – отстранение от работы и попадание в тот же реестр. Сейчас он там будет находиться в течение 2 лет, и его учредители, и директора, которые не могут потом уже и в течение 2 лет участвовать в государственных закупках. Своего рода такое наказание, то есть за невыполнение требований. Заметно упали, но все еще фиксировались нарушения рекламного законодательства. В этом году было 109 фактов, в прошлом году 150. В поле зрения Татарстанского ФАС России попадают довольно крупные участники рынка. Это крупные банки российские, такие как Совкомбанк, Альфа-банк, Почта-банк, крупные ритейлеры, это Агроторг, Лента, ДНС, Эльдорадо. То есть на сегодняшний день, наверное, легче сказать, кто не попал в поле зрения Татарстанского ФАС России, чем перечислять данный список. В списке самых частых нарушений введение в заблуждение путем непредоставления полной информации о финансовых услугах. Также татарстанцы в этом году обманывались услугами по сопровождению банкротств. В топе лидеров нарушителей по-прежнему остаются компании, предоставляющие кредиты и микрозаймы. Рамиль Шайдулин, Наиль Абдуллин, ТНВ. Казань. Жители Набережных Челнов и Тукаевского района штурмуют офисы Горгаза. Напомним, до этого аналогичные проблемы были в Нижнекамске. Мы рассказывали об этом в нашей программе. Ажиотаж начался после того, как жильцов обязали переоформить договоры на техобслуживание газового оборудования до 1 января следующего года. Затруднения возникли в получении выписки из домовой книги. Именно эта процедура занимала много времени и создавала очереди. В Нижнекамске пошли жителям навстречу и отменили этот документ. В Набережных Челнах сегодня также решили упростить процедуру. Открыли дополнительные офисы, продлили сроки переоформления и сократили перечень документов. В связи с большим объемом этих договоров они это сделать не успеют до 1 января, в связи с чем перезаключение будет производиться и после 1 января. И хотелось бы отметить, что никаких отключений газа в связи с тем, что договор
не переоформлен до 1 января, не планируется. Достаточно предъявления только паспорта, других иных документов мы не требуем. Если даже несколько собственников жилого дома или квартиры, достаточно нам одного собственника. Казанский аэропорт планирует перевезти 5-миллионного пассажира в середине декабря. Это будет рекордный показатель среди всех воздушных гаваней Приволжского федерального округа. Пассажиропоток через Казань за год вырос на треть. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Махачкала, Минеральные воды, Калининград и Москва. Развиваются и зарубежные линии среди международных маршрутов в топе Анталия, Стамбул, Дубай и Хургада. Кроме этого, в следующем году аэропорт будет принимать гостей игр будущего и делегации саммита БРИКС. Сейчас воздушная гавань начала подготовку к этим международным событиям. Подготовительные мероприятия по внешнему виду, ну и все, как в этих ситуациях должно быть сделано. Поэтому здесь подготовка уже идет, то есть мы планируем к закупке дополнительной спецтехники для обслуживания воздушных судов, которая будет необходима, в том числе трапы, тягачи и так далее. То есть готовимся полномерно. В зимний период из аэропорта Казани откроется новый рейс в Кувейт. Прорабатывается вопрос по открытию маршрутов китайский Шанхай, в планах и Иран. Что касается развития сети региональных перелетов, новых рейсов будет немного. Впервые появится авиасообщение между Казанью и Якутском. Сегодня четверть всех полетов приходится на авиакомпанию «Нордвинд». С прошлого года одним из 5 базовых аэропортов компании стала и Казанская гавань. Перевозчик выполняет рейсы из столицы республики по 19 маршрутам. В 2023-м услугами авиакомпании воспользуется 1 200 000 пассажиров. Мы рассчитываем на интенсификацию продукта того, что мы сделали уже сейчас. То есть мы рассчитываем в первую очередь усилить наше присутствие на определенных парах городов из Казани. Например, это будет Махачкала, например, это будет Красноярск, например, это будет Омск, ну и ряд других направлений. То есть это будет год интенсификации. То, что касается открытия новых маршрутов, их будет минимальное количество, как минимум 1, скажем так, да. Молодой челнинец едва не лишился зрения. Пуля из пневматического оружия попала в глаз. При осмотре врачи выяснили, она пробила внутреннюю оболочку. Шансы на восстановление были минимальны. Офтальмологи 5-й горбольницы провели экстренную операцию. Медицинским магнитом извлекли пулю диаметром 5 мм. После восстановили глазное яблоко. Операция длилась 1,5 часа. Теперь 20-летнего парня ждет длительная реабилитация уже под наблюдением казанских врачей. Хирурги Челнинской горбольницы в этом году провели 30 операций на глаза, но это оказалось одной из самых сложных. «Мой дом теперь не моя крепость». Жильцов обяжут пускать с управляющей компанией в квартиры. Как в Госсовете ищут способы компенсировать энергосберегающим организациям убытки от самовольной реконструкции систем отопления жильцами. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Одним из самых аутентичных обещает стать стенд Татарстана на ВДНХ на выставке «Форуме Россия». День нашей республики пройдет в эту субботу. Экспозиция представит значимые достижения региона в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и культуре. Здесь можно стать участником виртуальной борьбы, оказаться на традиционной татарской свадьбе, приготовить бялеш и талкыш-каляба. Также угоститься ароматным татарским чаем из гигантского самовара. В онлайн-режиме посетить сразу 4 объекта ЮНЕСКО и почувствовать настоящую татарстанскую атмосферу. Беспрецедентные мощности для IT-сферы появятся в республике. Сегодня Рустам Минниханов дал старт строительству нового вычислительного центра компании «Таттелеком». Он расположится рядом с основным зданием на Ершова и позволит хранить, обрабатывать и защищать большой объем данных. Это информация, которую положено хранить по закону Ярово, и видеопоток с камер системы «Безопасный город» и базу IP-домофонов. О новых возможностях Лина Зинатуллина. И сегодня самый главный элемент – цифровые сервисы. Рустам Нургалиевич, просим вас установить 5-й элемент. Цифровые технологии сейчас не менее важны, чем воздух, земля, вода и огонь, подчеркивают на символическом запуске строительства. Новый вычислительный центр займет участок почти с гектар. Здесь смогут обрабатывать и анализировать данные IT-систем, защищать от взломов и других рисков. Мы видим по практике, что ЦОДы, по московской практике, по питерской, их необходимо размещать все-таки где-то и в черте города, и ближе к центру, потому что для многих наших потенциальных клиентов размещение имеет решающее значение. Что такое 400 стоек? Это столько же энергии требуется, как и питание 2 жилых
комплексов примерно размером с Азино. Эти две компании уже давно являются стратегическими партнерами. Энергией новый центр обеспечит сетевая компания. В присутствии Раиса Республики руководители подписали соглашение о присоединении к сетям. В этом году отрасли связи Татарстана исполнилось 135 лет, компании Татцелеком 25. То, что мы ее не распродали, никому не отдали, это является базовым элементом для цифровизации республики. И сегодняшнее решение строительства центра обработки данных, вычислительного центра, это следующий этап компании. Такой крупный центр обработки для нашей столицы очень важен. За последние 4 года трафик данных вырос вдвое. Новый центр позволит хранить и обрабатывать огромный объем информации. Это и сообщения пользователей по закону Яровой, и видеопоток с камер системы «Безопасный город». Новый объект будет включать в себя центр обработки данных с трансформаторной подстанцией, новый административно-бытовой блок и благоустроенную территорию. Строительство пройдет в 2 очереди и должно завершиться в конце 2026 года. Лина Зинатульна, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В Иннополисе заработают 13 новых компаний. Они получили статус резидентов и партнеров. Такое решение сегодня приняли на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны Айтиграда. Его провел Рустам Миниханов. Для работы в Иннополисе компании представили инвестпроекты на 4,5 миллиарда рублей. Их одобрили. Будут созданы 630 рабочих мест. Планируют запустить производство высокоскоростных промышленных коммутаторов, электронных плат для компьютеров, программного обеспечения для упрощения работы на производстве, умной операционной с функцией распознавания голоса хирурга, проект по управлению урожаем по спутниковым снимкам и многое другое. Как отметил Рустам Миниханов, сегодня в особой экономической зоне работают 133 резидента. Активно развиваются 2 площадки в Лаишевском и Верхнеуслонском районах. Сегодня в Казанском федеральном университете вручили Всероссийскую юридическую премию имени Шершеневича и Татарстанскую премию «Юрист года». Здесь Алексей Песошин поздравил представителей юридического сообщества с предстоящим профессиональным праздником. День юриста отмечается 3 декабря. Он высоко оценил роль Ассоциации юристов России и ее региональных отделений, подчеркнул их вклад в развитие Института оказания юридической помощи. Здесь же вручили государственные награды. На вас лежит большая ответственность. От вашей своевременной и квалифицированной помощи часто зависит судьба людей. Я выражаю признательность за ваш благородный труд, высокую компетентность, преданность делу во имя торжества закона и справедливости. На вручение премии в Казань прибыл начальник глав госэкспертизы России Игорь Манылов. В Доме правительства с ним встретился Рустам Миниханов, обсудили вопросы взаимодействия при проведении государственной экспертизы объектов капитального строительства в республике. Рустам Миниханов сегодня вручил генконсулу Узбекистана в Казани медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Фаридин Насреев завершает свою дипломатическую деятельность в столице. Этот пост он занимал с ноября 2018-го. Раис Республики отметил большой вклад дипломата в развитие сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном. Пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Фаридин Насреев, в свою очередь, поблагодарил Рустама Миниханова за постоянную поддержку его дипломатической деятельности на посту генконсула. В целом, если взять динамику наших контактов с Узбекистаном, они очень серьезные. Сегодня Рустам Миниханов встретился с хакимом Сурхандарьинской области Узбекистана Улугбеком Касимовым. Обсудили дальнейшее сотрудничество. Как отметили, товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за прошлый год вырос на 50% и составил $290 миллионов. Сотрудничество на межрегиональном уровне активно поддерживают главы 2 государств, подчеркнул Рустам Миниханов. Делегация области посещала Казань в октябре и участвовала в российско-узбекском форуме. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между нашей республикой и Сурхандарьинской областью. Наши отношения базируются на дружеских отношениях наших глав государств, президента Путина и президента Мирзоева. Ну и они еще накладываются на добрые традиции наших народов, которые исторически носили дружеский характер.
Национальная политика в республике строится исходя из культурного и национального многообразия. Об опыте Татарстана в решении вопросов сохранения и развития мира и согласия рассказал Фарид Мухаммедшин на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации. Оно прошло в Москве. Председатель Госсовета выступил по ВКС. Среди конкретных механизмов, реализуемых в нашей республике, Фарид Мухаммедшин обозначил Ассамблею народов Татарстана. В нее входит более 250 местных и регионально-национально-культурных общественных организаций. Они представляют интересы 36 национальностей. Ассамблея народов Республики Татарстан, которая объединила через национально-культурные автономии людей разных национальностей, россиян, живущих в Татарстане. И мы очень мирно сосуществуем, живем и решаем задачи. Сегодня ровно 40 дней, как не стало Разиля Валеева, народного поэта, писателя, заслуженного работника культуры России, экс-депутата Госсовета Татарстана. Сегодня по мусульманской традиции почтить память собрались родственники, друзья, коллеги, общественные деятели. Разиля Валеева вспоминают как выдающаяся личность, оставившая глубокий след в татарской общественной жизни и литературе. На встречу приехал председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Эта молитва звучит в память о выдающемся сыне татарского народа Разиле Валееве. Его не стало 20 октября на 76-м году жизни. Каждую минуту, каждая секунда мысли только о нем. Читал стихи, посвящал. Тоже у нас были творческие вечера семейные. Дом наш был как крепость. Писатели, депутаты, актеры, композиторы, госслужащие и общественные деятели. Поделиться воспоминаниями о Разиле Исмагиловиче и почтить его память пришли более 130 человек. Фарид Мухаммедшин отметил его вклад в культуру своего народа. Это был выдающийся человек, который служил сохранению традиций, обычаев, культуры своего татарского народа, языка его, этого народа. Я уже и на похоронах поблагодарил его перед гробом, перед прощанием за то, что он много сил вложил, чтобы я тоже изучил родной татарский язык. Разиль Валеев – один из самых самобытных литераторов нашей республики. Всю жизнь посвятил вопросам развития татарского народа и его литературы. Писал стихи, повести, драмы и песни, которые исполняли Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Венера Ганиева. Он работал за 10 человек. Допустим, кто-то там за 30 лет одну книгу выпускает, а он за 10 творил и работал. Я как начинающий поэт, еще школьник, пришел к нему, он ознакомился с моими стихами и сказал такие добрые слова, воодушевил меня. На протяжении 29 лет он был депутатом Госсовета, возглавлял комитет по науке, образованию, культуре и национальным вопросам и всегда выступал за интересы народа. Он очень много переживал тоже за Бога, что вот надо что улучшить состояние Бога. И вот когда это создался фонд во главе Ментимир Шариповичем, он часто приезжал, очень часто советы давал. Как сегодня сообщил Фарид Мухаммедшин, сейчас обсуждается вопрос увековечивания памяти народного поэта. Одно из предложений – присвоить имя Разиля Валеева Национальной библиотеке республики. Сирина Васильева, Лейсан Саидова, ТНВ, Казань. Представители Греции, Малайзии и Турции пригласили татарстанского кондитера обучать своему мастерству. Участники Кубка шеф-поваров исламских стран, который прошел в Стамбуле, встретились с журналистами и рассказали о своей поездке. Напомним, из Турции татарстанские повара привезли гран-при, серебряный кубок в командных соревнованиях, 4 золотых, 5 серебряных и бронзовую медаль. Кондитер из Тюльчи Лилия Кашапова рассказала, торт ручной работы с символами Казани изготовила еще дома. Но с перевозкой возникли сложности. При прохождении таможни он дважды перевернулся, и сложные фигурки пришлось переделывать всю ночь уже в Турции. О своей работе участница рассказала на турецком языке, чтобы познакомить жюри с историей Казани. С татарскими свадебными традициями познакомят жителей всей страны. В воскресенье 3 декабря в 10:15 на Первом канале выйдет программа «Играем свадьбу» по мотивам татарских обычаев. Героями стали Саида и Фарид из Казани. Невеста – солистка татарского народного ансамбля. Пара решила пожениться в соответствии со свадебными обычаями Татарстана, и теперь ведущие программы вместе с ними изучают татарскую культуру. Зрителям расскажут, сколько гусей нужно щипать для особой свадебной подачи.
подушки. Как готовить настоящий свадебный чак-чак и узнает ли мама жениха свою невестку среди девушек с закрытыми лицами. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дахате. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Здравур несушка. Куры яйцами завалили. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто с выгодой до 920 тысяч рублей. Новейшие системы безопасности и высочайший уровень комфорта. В ноябре сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. Сейчас я покажу тебе магию правил дорожного движения. Правая рука вытянута вперед, и пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. Со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средством во всех направлениях. Со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо. Со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено. Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средством прямо и направо. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть. Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено. Рука поднята вверх. Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 правил, когда при поднятии регулировщиком руки вверх водители не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в соответствии с правилами, и им разрешается дальнейшее движение. Отправил меня на пересдачу из-за одной ошибки. Заставляет меня работать больше, чем других. Именно меня. Звони, если что-то беспокоит. Молодежный телефон доверия. 8 800 555 22 20. Попробуй любимый детский обед в сети ресторанов «Тюбетей». Весь ноябрь с сувенирами от телеканала «Шаян ТВ». «Шаян Каляпуш». Вместе веселее. Предложение ограничено. Ни өчен кешеләр майскиникын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусыл, кыяр, помидор собагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Здравствуйте, Исянмесис. В Татарстане в первый день зимы погода будет довольно комфортной. Подробнее через пару секунд. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, в высокой горе Кукмаре облачно, пройдет небольшой снег. Температура днем составит около -2, ночью около 9 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах также пройдет небольшой снег. Будет облачно, днем -2, ночью в среднем 7 градусов ниже 0. В Аксубаево, Новошишминске и Чистополе ожидается облачность, местами снег, днем -1, ночью до -10. В набережных Челнах, Агрызе и Сарманово облачно, пройдет снег, днем -1, -3, ночью около 10 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах ожидается пасмурная погода, местами снег, днем -1, ночью 7-10 градусов мороза. Комфортно будет и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, временами снег, температура днем -1, ночью -9 градусов. В Болгаре днем температура составит 1 градус мороза, ночью до 7 градусов ниже 0. В Елабуге температура днем такая же, -1 градус. Здесь тоже пасмурно и пройдет небольшой снег, ночью ожидается -9.
В столице Татарстана в предстоящие сутки временами пройдет небольшой снег. Днем будет 1 градус мороза, ночью -7. Давление чуть выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный умеренный, влажность 83%. Магнитное поле Земли неустойчивое. На этом все о погоде. Одевайтесь теплее. До встречи.